Родственники Аслана Масхадова не получат его тело и не узнают, где он похоронен. Так в Генеральной прокуратуре отозвались на заявление сына Масхадова Анзора. Он сказал, что будет добиваться выдачи тела отца. Труп Масхадова уже увезли из Чечни для проведения генетической экспертизы. Где именно ее проведут, не сообщается. Представители чеченской власти были сегодня озабочены другой проблемой. Они выясняли, кто такой Абдул-Халим Сайдулаев. На интернет-сайте боевиков этого человека провозгласили преемником Масхадова. Известно о Сайдулаеве очень мало, нет даже его фотографии. И большинство комментаторов полагают, что это лишь марионетка Шамиля Басаева. За развитием интриги следит Роман Соболь. Кресло президента, непризнанной Ичкерии, как символ власти, реально не существует. Но и это виртуальное кресло пустовало недолго. Известие о появлении нового президента также пришло из виртуальной сети. Один из интернет-сайтов сепаратистов распространил призыв Шамиля Басаева присягать Абдул-Халим Сайдулаеву как преемнику Масхадова. До сегодняшнего дня Абдул-Халим Сайдулаев был почти неизвестен. Сведения о нем противоречивы. Возраст от 30 до 40 лет. Уроженец Аргуна. По другим данным, выходец из Саудовской Аравии. 4 года назад организовал похищение главы гуманитарной миссии «Врачи без границ» Кеннета Глака. Но в боевых действиях почти не участвовал. При Масхадове возглавлял шариатский суд Ичкерии, считался идеологом радикального ваххабизма, но реальной власти никогда не имел. Это марионетка, это пустой звук, и за его спиной видны уши Басаева. Интернет-извещение об избрании Абдул-Халима подписано Басаевым и лондонским эмиссаром Закаевым и больше напоминает приказ о назначении. Очевидно, террорист номер один Шамиль Басаев понимает, его президентство не будет признано Западом. Трудно рассчитывать на поддержку. Нужна ширма, человек с умеренной репутацией преемника Масхадова. Прямой наследник, сын бывшего президента Ичкерии Анзор Масхадов, давно уехал из Чечни и не собирается брать в руки оружие. Сейчас он больше обеспокоен реабилитацией памяти Аслана Масхадова. Он, наверное, подумал, что могут всех убить. Лучше умру я, но оставлю этих 3 живых. Эта версия, что было на самом деле, следователям расскажет задержанный телохранитель Масхадова Мурдашев. На этом снимке, по данным сотрудников ФСБ, он справа. Но почему-то один из сайтов сепаратистов разместил ту же фотографию с пояснением. Справа Сайдулаев. Почему такая путаница? Сайдулаев в годы правления Масхадова пробовался на роль телеведущего, выступал с телепроповедями. Его лицо должно быть знакомо и спецслужбам, и боевикам. Анзор Масхадов утверждает, еще год назад его отец называл кандидатуру Абдул-Халима, приписывая ему такие качества – сдержанность и терпеливость. Но Сайдулаев, как глава шариатского суда, часто выносил смертные приговоры пленным и даже чеченским имамам, не поддержавшим боевиков. В духовном управлении мусульман Чечни его считают крайним экстремистом, возможно, обучавшимся в одном из ваххабистских центров Саудовской Аравии. Если посмотреть по религиозному образованию, взять сторону ваххабизма, который сейчас противодействует традиционному исламу, этот человек очень хорошо знал то, что он проповедовал людям. Он хорошо знал теорию ваххабизма. Судьба дела Масхадова теперь в руках преемника, пусть условного. А вот судьба его тела непонятна. Все-таки решено провести экспертизу ДНК. Да, безусловно, для верности, для объективности мы полагаем, что это нужно сделать. Родственники и многие правозащитники настаивают на выдаче тела после экспертизы, хотя по закону о терроризме останки Масхадова должны быть захоронены в безымянной могиле. Роман Соболь, Руслан Гусаров, телекомпания НТВ. Москва.